Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Баранилова Ирина Геннадьевна. Я руководитель магистерской программы «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». И сегодня мы с вами проводим консультацию перед вступительными испытаниями. Вступительное испытание по программе магистратуры «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» проводится в дистанционной форме. Экзамен включает в себя два испытания. Это тестирование и реферат. Количество вопросов, на которые вам необходимо будет ответить в тесте, 25 вопросов. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. То есть за 60 минут вам необходимо будет ответить на вопросы теста для лиц, которые имеют ограничения в здоровье. Данное время может быть увеличено до 1,5 часов при наличии подтверждающих документов. Обращаю ваше особое внимание на то, что нам дается только одна попытка на тестирование. То есть нельзя сделать так, что вы начали тестирование, потом вас, например, что-то отвлекло, да, поступил телефонный звонок или что-то, вы вышли из тестирования, зашли и заново начали сдавать тестирование. Это будет рассматриваться как уже использованная попытка. Поэтому отложите все свои домашние дела, выберите удобное время для тестирования, исключите помехи, которые могут быть у вас созданы на вашем ближайшем окружении, и полностью посвятите этот час на сдачу вступительных испытаний. Вошли в тест, и у вас есть час, это ваша единственная попытка. Структура тестовых заданий включает тестовые задания по некоторым ведущим разделам в области педагогической деятельности дошкольного образования. Посмотрите на слайд, он у нас отражает структуру тестового задания. Это вопросы, связанные с педагогическими основами освоения социально-нравственного опыта и ценностных ориентаций в дошкольном детстве, педагогические основы умственного развития и воспитания, познавательной активности детей, организация игровой деятельности в детском саду, обучение детей дошкольного возраста, а также планирование педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. Минимальное количество баллов, которые вам нужно набрать, чтобы вы прошли успешно тест, это 50. Но максимальное количество баллов это 100 баллов. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что вступительное испытание проводится в дистанционном формате. Первый вход осуществляется через логин и пароль, которые будут направлены на вашу электронную почту, на ту электронную почту, которую вы указали. Иногда данное письмо может быть такое случится, что оно попадает в папку спама, поэтому посмотрите, если вы не получили такое письмо, вполне возможно, оно оказалось в папке спам. Это первый вход. При последующих посещениях сайта под своим паролем, который вам необходимо сменить при первом входе в учетную запись. То есть вы первый раз прошли по тому логину и паролю, который вам прислали на почту, и вы его уже меняете и пользуетесь уже обновленным, тем, который знаете только вы. Перед каждым экзаменом необходимо сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и главный разворот паспорта. То есть
те 2 страницы паспорта, на которых указано ваша фамилия, имя, отчество и ваше лицо. Фотография должна быть четкая, чтобы было видно, что это один и тот же человек сдает экзамен, вступительное испытание, тот же человек, который предъявляет паспорт. Время, отведенное на прохождение экзамена, еще раз обращаю ваше внимание, ограничено, это 60 минут, не более. Если вы закончили тест раньше, это можно, да, это возможно, но не торопитесь заканчивать тест, проверьте, посмотрите, и те вопросы, которые вызывают у вас затруднения, можно подумать еще по этим вопросам, и у вас только одна попытка. Расписание вступительных экзаменов располагается на сайте приемной комиссии БГПУ. Посмотрите, мы видим сайт приемной комиссии, это abitur.bspu.ru, и расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриата, специалитета мы видим, где можно найти. Если у нас магистратура, то стрелочка, соответственно, да, будет вами направлена на слово магистратура. Расписание вступительных испытаний выглядит следующим образом. Вы находите в расписании вступительных испытаний Институт педагогики. Наше направление и профили – это Институт педагогики. И уже видите, указан день консультации. У каждого направления и профиля свой день консультации и свое время, отведенное в рамках этого дня. Посмотрите, вступительное испытание можно пройти с 10 до 22 часов. То есть, если вы зайдете в 9, то вы еще не сможете, да, или в 8 утра пройти испытание, еще не откроется страничка прохождения вступительных испытаний. Можно начать в 10 и закрывается в 22. Соответственно, вам, чтобы у вас был час на выполнение заданий вступительного испытания, вам нужно войти не позже 9 вечера, чтобы у вас этот час был. Если кто-то из абитуриентов попадает в непредвиденную жизненную ситуацию, которая связана, например, с состоянием здоровья или иными какими-то форс-мажорными обстоятельствами, то есть еще один день, резервный день, когда вы можете сдать вступительные испытания на основании тех документов, которые вы представляете, да, подтверждающие, что в день самого испытания у вас случились какие-то вот непредвиденные обстоятельства, которые не позволили вам присутствовать на экзамене. Посмотрите, вступительные испытания открывают нам доступ в разные даты. Те, кто подает документы с 20 июня по 6 августа, это 10 августа, и у них резервный день 17 августа. К тем, кто подает документы с 7 августа по 12 августа, это 17 августа и 21 августа, и подавшие документы с 13 августа по 11 сентября, у них 14 сентября и резервный день 21 сентября. Вы для прохождения консультации проходите по ссылке, которая как раз размещена у нас на странице. Также, посмотрите, есть ссылка на программу комплексного экзамена. С программой вы можете ознакомиться, нажав на ссылку, где указано, что это программа вступительного испытания, то есть что она в себя включает. Конечно, ознакомиться с программой вступительных испытаний нужно до самого вступительного испытания, то есть заранее. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Еще раз обращаю ваше внимание на то, что прежде всего нам нужно изучить программу.
она у нас расположена все в той же вкладке «Магистратура». И в этой вкладке есть раздел «Программы вступительных испытаний», зайдя в который вы находите ту программу, которая является избранной вами. Посмотрите, программа вступительных испытаний выглядит следующим образом. В ней много страниц, мы с вами смотрим только некоторые из них, где указываются все основные сведения, необходимые вам для подготовки и успешной сдачи вступительного испытания. Давайте посмотрим на примерные задания вступительных испытаний. Те задания, которые даются в виде теста. Ну, допустим, такое задание, как игровая деятельность, как ведущий вид деятельности, присущий для детей. Здесь нам нужно определить, в каком возрасте у нас игра является ведущим видом деятельности. С одной стороны, когда мы смотрим, да, нам кажется, что в целом, да, для детей дошкольного возраста, но мы должны понимать, что для каждого возрастного периода есть ведущая деятельность. В какой-то период это непосредственно эмоциональное общение ребенка с матерью и близкими, да, где-то это предметно-манипулятивная деятельность, а когда именно игра является ведущей деятельностью, и вы должны определить от 3 до 5, от 5 до 7, от рождения до школы, да? То есть при первой очевидности вопроса здесь нужно внимательно подумать и выбрать именно правильный ответ в соответствии со знаниями, с вашими знаниями в области дошкольной педагогики и психологии. Или, например, такой вопрос. Определите термин, относящийся к принципам обучения. Данный вопрос позволяет нам выявить понимание принципов абитуриентам. Что у нас относится из выделенных примеров ответов именно к принципам. Ну, например, вы выбираете учет возрастных особенностей. Посмотрите, также представлена тематика рефератов. Тематика рефератов дана в программе. Вы должны выбрать заранее, до экзамена, выбрать одну из тем, подготовить реферат по теме. Реферат должен быть вами прикреплен. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что у нас экзамен комплексный, и он включает в себя два элемента. Это и тестирование, и реферат. Каждый из этих элементов является обязательным для успешной сдачи и поступления в университет. В программе определены требования к реферату, как по оформлению реферата, так и даются образцы оформления титульного листа, а также списка литературы и структуры реферата. Посмотрите, в реферате должен быть титульный лист, введение, структурные элементы, например, части или главы и параграфы, также выводы, заключения и список литературы. Обратите внимание на грамотное оформление в соответствии с требованиями реферата и, конечно, своевременно загрузите, прикрепите реферат, чтобы он был у вас оценен. Если у вас возникают вопросы, то можно обратиться ко мне лично в день консультации за консультацией. Еще раз напоминаю, что меня зовут Баранилова Ирина Геннадьевна, я руководитель данной программы. Можно обратиться письменно по почте, это baranilova.mail.ru, либо позвонить или написать в WhatsApp по указанному телефону 987 023 60 04.
Желаю вам успешной сдачи вступительных испытаний и ждем вас в числе студентов Института педагогики Акмулинского университета, в числе магистрантов программы «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмулы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.